Устойчивое развитие сельских территорий в первую очередь зависит от уровня жизни сельского населения. Одной из стратегически важных целей государственной политики в своем послании президент страны обозначил скорейшее решение демографических проблем. Были озвучены конкретные шаги социального плана, а именно повышение рождаемости путем решения ряда социальных задач, в том числе строительство детских садов и школ, ежемесячных пособий детям от 3 до 7 лет, продление выплаты материнского капитала, увеличение его размера до 616 рублей и многое другое. С целью анализа демографической ситуации на территории Илишевского района 7 февраля в администрации района состоялось расширенное совещание по проблемам демографии при участии руководителей социальных учреждений. Вел совещание заместитель главы администрации по социальным вопросам Рамиль Хайртинов. Подробную картину сегодняшней демографической ситуации в общем по району и в разрезе по сельским поселениям представил Рамиль Нуртдинов, начальник отдела информационно-аналитической и кадровой работы. В настоящее время в районе проживает более 31 тысячи человек. Если сравнить эту цифру с показателем 2010 года, то она уменьшилась почти на 3000 человек. Основной причиной, влияющей на сокращение численности населения, является естественная убыль, это всем понятно, смертность превышает рождаемость. В разрезе сельских поселений сокращение численности населения происходит по-разному. Если в Аккузевском, Исанбаевском, Старокубковском, Черекулевском сельских поселениях в течение последних 10 лет численность населения почти сохранилась или сократилась незначительно, или осталась на уровне, то в Андреевском, в Астамаковском, Юмеевском, Исаметовском, Ишкаровском, Курбакинском, Новомедведевском и Абалаковском сельских поселениях наблюдается значительное сокращение численности населения. Если в 2010 году родилось 429 детей, то в 2019 году всего 290 детей. Смертность в 2010 году составляла 581 человек, то в 2019 году, правда, она замедлилась, к нашему счастью, и составляет 443 человека. За 10 лет ощутимо сократилась рождаемость в сельских поселениях Аккузевского, Андреевского, Базтамакского, Икеевского, Новомедведевского, Рсаевского, Урметовского, Черекулевского и Абалаковского сельских советов. В настоящее время среднеспичечная численность населения трудоспособного возраста по району составляет 15 478 человек. Количество детей дошкольного возраста 2677. Здесь дети не только, которые ходят в садик, которые не ходят учебно, а школьников 4400. Серьезную обеспокоенность вызывает возрастающая из года в год тенденция к увеличению числа граждан, работающих за пределами района. Все больше илишевцев покидают родные края в поисках работы и заработка. Если 3 года тому назад, то есть в 2017 году, вахтовым методом работали 2413 человек, то на 1 января 2020 года их количество достигло 3317, то есть стало больше на 904 человека. Наибольшее количество работающих за пределами района приходится сельским поселениям Яркеевского 708 человек, Игметовского 311, Черекулевского 275, Андреевского 205, Новомедведевского 195, Карабашевского 171, Юновского 161, Икеевского 156 и Юмеевского 154. Как уже говорилось, показатели смертности в настоящее время превышают показатели рождаемости. В структуре смертности на первом месте все так же находятся смерти от болезней сердечно-сосудистой системы. На втором месте злокачественные новообразования, на третьем – болезни органов дыхания. Увеличивается количество умерших от заболеваний органов пищеварения. Среди них лидирует цирроз печени, развивающийся в большинстве случаев в результате злоупотребления алкоголем.
Смертность трудоспособного населения начала сокращаться, но остается напряженная ситуация со смертностью мужчин данной категории. И здесь медики как раз-таки видят причину в работе мужчин в условиях севера, а также в отсутствии должного внимания к своему здоровью. Переносить, наверное, где-то 5-6 раз в год акклиматизацию, это, конечно, в конечном счете приводит обязательно к какому-нибудь сердечно-сосудистой патологии. То есть какое-то время в силу здоровья организма компенсируется вот эти состояния, да, вот акклиматизацию переносить хотя бы один раз, да, вот мы выезжаем в отпускные периоды куда-то вот, в другие страны, да, конечно, это переносится. А вот мужчина у вас выезжает, еще месяц там работает, при этом не отдыхает, а потом опять смена климата. То есть здесь я бы хотела, конечно, предложить именно мероприятие по оздоровлению мужчин трудоспособного возраста. Ежегодно мы проводим сердечно-сосудистый скрининг. Он тоже у нас в том году выявил, что из всех проведенных скринингов там 80% мужчин ходят с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. То есть это очень большая цифра тоже. Эти мужчины у нас проходят медосмотр в своих организациях, где они работают. Если даже они к нам стараются не обращаться, потому что если у них фиксируются жалобы и какое-нибудь заболевание, естественно, их не допускают к работе. То есть здесь тоже имеет место быть, когда осознанно скрывают заболевания в целях того, чтобы не терять работу. Как сообщила заместитель главврача, в целях повышения рождаемости, а также оказания психологической помощи женщинам, в прошлом году на базе женской консультации заработал кабинет психолога. Данная работа была налажена совместно со службой семьи. Мы на базе женской консультации начали консультировать женщин по средам один раз в неделю. Женщин, которые, например, решились на искусственное прерывание беременности, или у них послеродовая депрессия какая-нибудь, или она многодетная мама и у нее какое-то депрессивное неврозное состояние. То есть здесь, раз уж вот и фельдшера сидят, и главы сельских поселений, если вы у себя видите, что имеется такая женщина, то я вам настоятельно советую по средам отправлять на консультацию таких женщин. Там принимают всех. Это на втором этаже женской консультации кабинет психолога. В ходе совещания с докладами также выступили представители различных структур. Начальник отдела ЗАГС Айгуль Хабирова, врач-нарколог Центральной районной больницы Ильдар Иламанов, специалист комитета по молодежной политике Зиля Гайсина, заместитель начальника отдела внутренних дел Марат Зарипов, начальник отдела опеки и попечительства Газима Баширова, руководитель службы семьи Татьяна Васильева, начальник отдела по воспитательной работе управления образования Руфина Загидуллина, заместитель начальника отдела культуры Зульфира Ахметова, редактор газеты «Маяк» и директор Илишевского телевидения Рустем Хисамиддинов. Свое видение решения проблем в области семейной политики предложила Ильсияр Павлова, представительница Федерации семьи за единство и мир во всем мире. Она предложила провести в каждом сельском поселении в течение года Дней счастливых семей. Это фестиваль, нацеленный на демонстрацию и распространение положительного опыта образцовых семей. Алина Хадимуллина, телерадиокомпания «Илиш».